Соревнования по ультратриатлону «Сайбермен» проходят в эти дни в Хакасии. Задача участников поистине геройская. За 3 дня преодолеть больше 500 километров. Вплавь, бегом, на велосипеде. И все это фактически лишь с короткой передышкой на сон. К слову, испытать себя на хакасской трассе решили спортсмены не только из России, но и из Европы и ближнего зарубежья. А вот местные на этот раз не участвуют. А тех, кого по праву можно назвать железными, Константин Кравцов. 3 круга полных от берега до берега. Free left from this side to side. Краткий брифинг на русском и на английском. Теперь эти спортсмены выйдут на берег только через несколько часов. Ташибинский карьер в Абакане – стартовая точка ультратриатлона «Сайбермен». Главное здесь для обывателя – фантастическая дистанция. Участникам нужно преодолеть 515 километров. По порядку: 10 вплавь, 421 на велосипеде, 84 километра бегом. Говорят, что в триатлоне психологический настрой важен не менее физического. Чтобы проплыть 10 километров, у спортсменов в среднем уйдет 4 часа. Это как раз тот случай, когда нужно не думать абсолютно ни о чем, а словно в трансе просто грести руками. Отсюда и приставка «ультра», то, что нагрузки запредельные. У спортсменов фактически нет времени перевести дыхание. Лишь небольшое подкрепление от группы поддержки и снова на дистанцию. 100 раз по чуть-чуть. 100 раз по чуть-чуть. Впрочем, для каждого все это вовсе не пытка, скорее желанное испытание. Да. Страшно. Очень страшно. Ну, как вы решили побороть свой страх? Как? Надо просто плыть, все. Ничего, со страхом по-другому нельзя бороться. В Абакане «Сайбермен» проходит уже в 4-й раз. В какой-то степени эти соревнования можно назвать королевскими. Несмотря на то, что в воде постоянно дежурят сотрудники МЧС, допускаются сюда исключительно подготовленные спортсмены. Просто любители фитнеса остаются в стороне. Здесь все зависит от того, в какой вы физической форме находитесь. Но я бы закладывал на подготовку к такому старту 2-3 года минимум. В этом году ультратриатлон собрал 13 участников из Красноярска, Якутска, Казани, Москвы. Приехали соседи из Киргизии и гости из Европы. Например, немец Фолькер Фойт в Абакане впервые, но знакомиться с местной природой он готов исключительно через физические нагрузки. У меня очень хорошее впечатление. Вода и озеро выглядят красиво. Вчера мы немного проехались на велосипеде и тоже все понравилось. Мой план на эту гонку – это финишировать с улыбкой. Чемпион прошлого года абаканец Александр Пцарев сегодня в команде организаторов. Наблюдает за участниками, кому-то дает совет. У каждого своя мотивация. Кто-то хочет проверить свои силы, доказать себе что-то. У кого-то может выиграть эти соревнования. У каждого свое. Кто-то над собой поиздеваться. Ну да, кто-то любит издеваться над своим телом, согласен. Сразу после водных процедур короткий отдых, перекус и снова в бой. Впереди более 400 километров на велосипеде и 80 бегом. Кстати, главной наградой в этом виде спорта для них служит признание единомышленников и право называть себя человеком, разумеется, с приставкой «ультра». Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.